В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о самых заметных событиях к этому часу. Бывший руководитель Росприроднадзора Якутии обвиняется в коррупции. По версии следствия, он получил взятку в размере более 4 миллионов рублей. В Алекминском районе торжественно открыли год местного производства. Символично, что открытие прошло на круглом столе для молодежи. В Верхневилюйске проходит мероприятие в честь 127-летия Сидора Барахова. Расскажем подробности. Прокурор республики Максим Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального управления Росприроднадзора, а также руководителей двух коммерческих организаций. По версии следствия, бывший руководитель управления Росприроднадзора в период с 2020 по 2023 годы получил взятку в сумме свыше 4 миллионов рублей от руководителя организации недропользователя за непринятие мер к выявлению нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, бывший руководитель управления в период с 2021 по 2023 годы через доверенных лиц принимал незаконное участие в управлении деятельностью коммерческой организации, обеспечивая ей покровительство. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются за получение взятки в особо крупном размере, за злоупотребление должностными полномочиями, пособничество в нем, за незаконный оборот драгоценных металлов, за незаконное участие в управлении деятельностью коммерческой организации и за незаконное предпринимательство. Также в период с мая по сентябрь 2023 года обвиняемые совместно с названным должностным лицом организовали в Алданском районе незаконную добычу и хранение золота и серебра, причинив ущерб недрам на сумму более 6 миллионов рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором республики в Якутский городской суд для рассмотрения по существу. Поступив на службу в органы МВД, министерство провело профориентационную ярмарку для студентов среднего и высшего образования. Всех желающих познакомили с работой сотрудников ГАИ, кинологической и патрульно-постовой служб, экспертно-криминалистического отдела и органов предварительного следствия. Во время ярмарки студенты смогли оставить свою анкету для поступления на работу. Профориентационное мероприятие знакомит студентов и выпускников с подразделениями органов МВД, их работой и дает возможность подать резюме на вакантные должности. Цель данного мероприятия – это привлечь внимание прием на службу органов внутренних дел. Соответственно, у нас есть положительные моменты, можем сказать. Хорошая заработная плата, работа на государственном основе, льготы, социальные гарантии очень хорошие. Отдельно всех пригласили продемонстрировать именно отдельные направления органов внутренних дел. Такие службы, как следствие, дознание, участковые. Группа Государственного собрания «Илтумен» во главе со спикером Алексеем Еремеевым работала в Чурапчинском районе. Напомню, в декабре прошлого года Госсобрание передало органам местного самоуправления отдельные полномочия по поддержке сельхозпроизводства. Депутаты приняли поправки в региональный закон. Согласно документу, органы местного самоуправления смогут самостоятельно определять приоритетные направления поддержки, что позволит им перераспределять объем полученных субвенций по своему усмотрению. Также у муниципалитетов появится возможность инвестировать средства в строительство сельскохозяйственных объектов малой мощности по 14 направлениям. Мы одобряем сельхозтоваропроизводителей. В основном это правильное направление. Мы обсуждали по этим вопросам, которые уже стояли по сдаче, в основном по молоку, по мясу, субсидированию некоторых проектов. Поэтому в общем сложности мы остались довольны, получили ответы и будем работать дальше. Сегодня в селе Бердигистях торжественно встретили Знамя Победы, приуроченное к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В мероприятии приняли участие ветераны тыла, дети войны, участники СВО и представители общественности. Заместитель главы сельского поселения Адону Василий Кривошапкин передал знамя главе Бердигистяхского наследия Алексею Аргунову. В этот торжественный день военный комиссар района Алексей Бадлуев вручил орден мужества Анне Лазаревой, чей сын Владислав Кубаров погиб в прошлом году в зоне СВО. В этом мероприятии приняли более 500 человек, в том числе и дети, ветераны боевых действий, и ветераны тыла, и дети войны. Делегацией сельского поселения Бердянского наследия
приехали в село Асыма, где мы вручили главе сельского поселения Кировское наследие Знамя Победы. Тем временем в Верхневилюйском районе проходят мероприятия в честь 127-летия Сидора Барахова. В новом сквере Верхневилюйска, носящем имя выдающегося государственного и политического деятеля, провели митинг и церемонию возложения цветов памятнику Барахова. Стоявшего у истоков развития в сферах экономики, культуры, науки в республике вспоминает и почитает весь якутский народ. Цветы и гирлянды возложили также и в его родном наследии Храбалах, и в школе номер 1 имени Сидора Барахова. В городе Якутске состоялось торжественное возложение цветов, гирлянд к памятнику Сидора Барахова. На родной земле Сидора Барахова в Верхневилюйском районе также проводится торжественное мероприятие. 15 февраля в субботу планируется торжественное открытие Центра культуры имени Исидора Никифоровича Барахова на Малой Родине в селе Харбалах. В Алекминском районе торжественно открыли год местного производства. Символично, что открытие прошло на круглом столе для молодежи, ведь именно молодежь сможет создать динамичное настроение и найти интересные решения для реализации проектов в местном производстве. Все подробности у Елены Фаст. Итоги минувшего года подвели за круглым столом молодые активисты района. В таком расширенном составе давно не собирались. Нацелить на этот год, дать им задачи, цели, задачи, на что они могут сделать упор в связи с годом в нашем районе, годом местного производства. Как раз в рамках нашего круглого стола открытия, передача символики случилась перед нашими ребятами. Гранты – эта тема интересует многих. Участие в конкурсах позволяет реализовывать интересные идеи. Мы заметили маленько такую тенденцию. У нас очень много появилось у людей, у молодых людей, и вообще у общественников много идей. Но, естественно, не хватает денег на реализацию этих идей. Надо отметить, что если вначале к таким конкурсам относились с опаской, сейчас все больше желающих попробовать свои силы. И вот сейчас буквально закончился фонд культурных инициатив, грантовый конкурс, на который было подано от Алекминского района более 15 проектных заявок. Для нас это рекорд. Идей много. Участники говорят об этом охотно. А такие встречи позволяют найти нужные контакты, полезные советы и новые идеи. Мы хотим реализовать там резьба по дереву. Потому что мы в нашем деревне Ухаринцы мы этим занимаемся, но у нас здания-то нету, и еще инструменты что-то мало у нас. Вот поэтому хотим участвовать на этих. Заинтересовал молодежь экскурс в виртуальность, который провел специалист отдела молодежи. Искусственный интеллект таит в себе много тайн. Молодым простор для любой деятельности. Я вам советую. Сегодня был очень интересный, познавательный круг молодежный. Всему научились, рассказали интересные идеи, планы. Очень вдохновились. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Усялданском районе турнир по шашкам памяти многократного чемпиона республики Ивана Васильева собрал более 40 участников. Иван Семенович является одним из первых инициаторов по развитию всех видов шашек в районе. Он долгое время работал в Мирюнской 8-летней школе и прививал любовь к шашкам своим ученикам. В сегодняшнем турнире также принимают участие и ученики Ивана Васильева, которые стали опытными тренерами, а данным видом спорта массово занимаются подрастающее поколение. Иван Семенович посвятил всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. И мы его не забываем. В этом учебном году провели в честь него 2 турнира по шашкам. В начале учебного года мы провели турнир для учащихся Усялданского улуса, в котором принимали участие 164 учащихся. И сейчас мы проводим турнир для взрослых. Жительница Хандаги Анфиса Павловна Авилова – единственный в республике сказитель и исполнитель эвенкийских героических сказаний Нимнакангов. В этом году ей исполняется 94 года. Подробности ее творческого и жизненного пути в нашем следующем материале.
Анфиса Павловна Авилова Мальчикитова родилась в Читинской области в семье потомственного оленевода-охотника. В этом году ей исполняется 94 года. Народная певица исполняет сказания на родном эвенкийском языке, а также русском и якутском языках. Анфиса Павловна с детства познала кочевую жизнь и впитала культуру и язык своего народа. До выхода на пенсию она работала бухгалтером, кассиром-пушником в Читинской области и Алданском районе. Раньше все из оленей шкуры, из оленей этих жил, нитки делают, сами шили. Сейчас им заинтересовало это Геван. В каком-то году они приезжали, в 1975 году. Приезжали в это Хатастыр. Вот меня нашли там. Вот я там им рассказала. Но там я кратко. Потом опять-таки на конференции стали звать. Ну, тут, чтобы как сохранить обычаи, мол, эвенков. В Тампонский район Анфиса Павловна переехала к дочерям в конце 80-х. Почти всю жизнь прожила в оленеводческом селе Тополиное. В последние годы живет в поселке Хандыга вместе с семьей внучки Анфисы, названной в ее честь. Анфиса Павловна, несмотря на свой солидный возраст, помогает многодетной семье внучки, а на досуге очень любит зависать в соцсетях, компьютерных играх, смотреть в Ютубе разные фильмы. Что еще? Несмотря на свой возраст, она у нас здравая в уме и твердой памяти. Знает все номера наизусть она. Даже вот смотрит, последний номер, кто звонил, она все это знает у нас. А без телефона она не может, общается постоянно по телефону, всем звонит, у кого какие дела, все спрашивает. Помогает подаче нам. Ну, бабушку мы очень любим, ценим, уважаем. Она наш, как говорится, лучик света. Анфиса Павловна постоянно принимает активное участие в музыкальных фестивалях и конференциях различного уровня. В 2023 году по итогам конкурса Исеха Аланхова и Мекони признана эталонным образцом сказительства коренных малочисленных народов Севера. В числе первых стала стипендиатом главы Якутии как носитель традиционной культуры республики. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Мы следим за развитием событий. Увидимся чуть позже.